Будущие спасатели, пожарные и правоохранители. Порядка 20 человек, которые будут бороться за звание лучшего в своей профессии в финале национального чемпионата WorldSkills. Вначале напутственные слова от тех, кто уже успел заявить о себе в своей профессии. Перспектива очень большая. Осталось только взять эту перспективу в свои руки и воспользоваться ею. Больше того, я хочу вам всем пожелать крепкого здоровья, удачи в соревнованиях, дружбы, взаимопомощи. Значит, соревнования не являются войной, поэтому друг другу должны помогать, учить, разъяснять и действовать взаимно. И вот самая важная часть открытия соревнований, ознаменованная выносом флага чемпионата. Старт финалу чемпионата дан. Кстати, в этом году он проходит в онлайн-формате из-за эпид-обстановки. А это значит, что каждая команда выступает в своем регионе. Сегодня по расписанию у ребят консультация от экспертов. Хава Аушева – победитель регионального чемпионата. Будущий полицейский надеется войти в тройку лучших и на национальном этапе. Задания практически такие же, как и в региональном этапе. Правда, есть несколько изменений, то есть изменили 2 задания, которые немного доставляют трудности для нас. Это деятельность патрульно-постовой службы и второй участковый полномочный. Основные соревнования начнутся завтра. Собрать и разобрать пистолет, составить фоторобот или снять пальчики. В компетенции правоохранительная деятельность студентам предстоит выполнить 25 заданий. Кстати, в одном из заданий ребятам предстоит снять гипсовый слепок с подошвы обуви. Насыпать вот этот гипсовый слепок примерно наполовину. Они заливают сюда воду, перемешивают, потом наполовину засыпают след, кладут туда для каркаса вот так ручки, засыпаем оставшийся гипс и кладем туда ниточку, за ниточку закрепляем вот этот такой бирку, закрепляем бирку и здесь пишем число там. Ингушетия присоединилась к движению WorldSkills в 2012 а в этом году в нашем регионе заявлены 4 компетенции, 3 из которых представлены как раз на базе пожарно-спасательного колледжа. Принять участие в 8-м по счету национальном чемпионате приехали и дагестанские студенты. Ребята будут соревноваться в компетенции спасательные работы наравне с ингушскими ребятами. Чемпионат России по WorldSkills, а так участвовал 3 раза. До этого будем надеяться на лучшее и думаем, выиграем. Когда участвуешь, понимаешь свои ошибки и пытаешься исправлять их. Позапрошлом году занимали 2-е место. Кстати, будущим спасателям предстоит оказать первую медпомощь и ликвидировать последствия обрушения. В каждой команде по 5 человек. Спасательная работа будут. Первое задание – это надевание боевой одежды пожарного. Потом уже тушение горючей жидкости. Потом дорожно-транспортное происшествие с извлечением пострадавшего из деблокатора. Потом обрушение конструкции. Тренажер «Лабиринт». Им необходимо расчистить путь и вытащить пострадавшего и оказать первую врачебную медицинскую помощь. Это, конечно, для нас много значит, для нас, для нашей команды и для колледжа. Региональный этап прошел без проблем, скажем так. Команда была подготовлена к этому, но всероссийский этап будет гораздо сложнее. И надеемся выиграть и не подвести себя и свою команду, свой колледж, республику. Правила изменились чуть-чуть, но все равно мы надеемся на победу. Узнать, кто быстрее всех надевает карабин, стреляет из оружия или разбирает завалы, можно будет уже совсем скоро. Финал национального чемпионата продлится до 21 сентября. Тамара Хшагульгова, Ахмед Гандаров, Новости 24.